Меня зовут Мария Загоренко. Меня Лена Авелева, и мы сегодня поговорим о психосоматике. Психосоматика с греческого переводится как душа и тело. Это направление в медицине и психологии, которое изучает влияние психологических факторов на соматические расстройства. Психосоматические расстройства – это взаимосвязь психики и заболеваний тела. Как тело реагирует на какие-то явления, происходящие с нашей психикой. Да? Например, когда человек когда-то зафиксировался на каком-то событии для него болезненном, травмирующем, не проработал это чувство, в последующем у него может развиться на фоне вот этой фиксации заболеваний. Например, испуг, неотработанный когда-то в детстве, да, может со временем, да, когда человек попадает в похожую ситуацию, развиться, например, в такой симптом, как синдром раздраженного кишечника. Есть такое явление, как соматопсихика, когда это какая-то болезнь влияет на нашу психику. Одно без другого просто не может. Скажем так, все взаимосвязано в организме человека. Вспомнился случай, когда одна моя одноклассница, подружка, рассказала о том, что нам было лет по 9. «Ой, болеть так хорошо! И что же такого хорошего в том, что ты болеешь?» – спросила тогда я. Да. И она мне рассказала о том, что когда ты болеешь, мама только с тобой рядом, приносит тебе тортик, наливает тебе чай. То есть иногда дети уходят в это состояние для того, чтобы получить заботу и внимание. Если говорить о детских состояниях психосоматических, здесь мы можем еще, например, упомянуть энурез. Что такое энурез? Да? Недержание мочи, когда ребенок, например, отправляясь ко сну, не может контролировать мочеиспускание и писается в постельку. Да? Речь здесь в первую очередь идет о тревоге, которую испытывает ребенок длительное время, возможно. Да? То есть, может быть, в семье этого ребенка постоянные какие-то ситуации такие, так скажем, вызывающие у него тревогу, да, конфликты могут быть, да, между родителями, ссоры частые. Ребенок ничего не может сказать родителям, ребенок это же ребенок, но соматически на уровне тела он проявляет именно таким образом. Когда ребенок набирает лишний вес, иногда, объясняя простым языком, это похоже на то, что ребенок заедает тревогу свою, успокаивается таким образом, или ему необходимо набрать какой-то вес, прям натуральный вес. Броню. Для того, чтобы вынести или выдержать какую-то ситуацию. Или, например, бывает на коже высыпания различные, экземы, диатез, да, когда тоже ребенок, например, хочет контакта физического с мамой, да, больше теплоты какой-то, ласку получить от родителей, да, и он начинает таким образом привлекать внимание к себе, к тому, чтобы о нем заботились, больше обнимали, гладили, да, нежности какой-то. Через заболевание. Через заболевание. Действительно, есть такое явление в здоровье человека, когда наши неотреагированные чувства вовремя, не проработанные, или наши фиксации на травмирующих, болезненных ситуациях, внутренние конфликты у человека приводят к тому, что у него появляется
Утиленные заболевания. симптомы заболевания, да, то есть это могут быть гипертония, например, гастриты, которые не имеют под собой бактериальной основы, да, вот, вот именно стрессогенные гастриты, да. Бывают заболевания, вот, связанные именно со спазмами, да, сосудов, когда у нас происходит недостаток питания, из-за частой спазмированности мышц и сосудов происходит недостаточное питание, там, например, вот, разрушение межпозвоночных дисков и прочее, да, то есть и это ускоряет процессы некоторые, да, в народе называют остеохондроз, да, такое явление. Назовем, да, эти заболевания. Да, и вот мы уже перечислили частично. Бронхиальная астма сюда Астма, входит. да, носит психогенный характер. Колиты, язвы желудка, да? Да, ну вот некоторые виды язв, да. Нарушение сна, Так. синдром хронической усталости. У нас сюда могут войти как раз психосоматические, да, расстройства. Псориаз. Кожные заболевания, Кожные некоторые, заболевания, да, да? некоторые виды кожных заболеваний, неинфекционные. Ипохондрики, да, это люди, которые склонны искать у себя болезни, да, то есть они находят похожие симптомы, например, услышали о какой-то болезни, или кто-то рядом чихнул, кашлянул, и у него появляется Желание сразу примерить на себя. Да. Нет ли у меня? Да, и весь комплекс этого заболевания он на себя примеряет. А если спросить, для чего это нужно человеку? Ну, то есть под этим есть какие-то мотивы человека, да, скажем так, выгода, которую он получает от своего состояния. Часто так бывает, например, уставший человек в семье, ну вот мама, да, например, уходит в болезнь и вот в такое состояние, да, находит выход, когда, например, слишком устает от дел, а напрямую она не может сказать, что я устала, я больше не хочу это выполнять, потому что это, ну, социально неодобряемое поведение, например, да, и поэтому она уходит в болезнь часто, да, например, и мама там говорит: о, у мамы опять сердце заболело, ой, у нашей мамы сердце болит, да, там, ой, у нашей мамы то. Или, например, работник, да, может уходить в болезнь и в ипохондрию, потому что такой способ у него избегать каких-то нежелательных для его явлений внешнего мира. Психогигиена заключается в том, чтобы быть в гармонии, в балансе со своим телом и разумом, да, и душой, ну вот, как сказать, внутренним состоянием, да, вовремя распознавать эти сигналы, их осознавать и прорабатывать. Через дыхание научиться регулировать своим телом, да, успокаивать себя. И вот методика квадрат, она, ну, самая как бы такая простая в использовании, да. Начинаем дышать. На счет 1-4 вдох делаем, да. 1, 2, 3, 4. И стараемся заполнить полностью, да, от, ну, все части легкого от верха, да, от ключицы до брюшины, как бы до диафрагмы, да. Полный вдох. Потом на 4 задерживаем дыхание. И на 4 счета выдыхаем. И снова на 4 счета задерживаем дыхание. Получается как бы квадрат у нас такой. Да? 5-6 вдохов для начала можно начать и довести до 10-15 таких вдохов. Да? То есть когда мы попадаем в ситуацию, которая нас волнует, тревожит, или мы уже чувствуем, что мы вот в таком состоянии растревоженном, мы можем этим начать регулировать свое состояние. И есть такая техника, она связана с регуляцией именно вот этого состояния, да, наших зажимов. Мы сначала специально усилием воли сильно-сильно зажимаемся и резко на выдох расслабляемся. Снова зажимаемся, прям все части тела и расслабляемся. Еще одна такая техника – это как бы почувствовать свои границы своего тела. То есть самый простой способ – это прохлопать себя по всем частям тела. И обозначить, как бы, я здесь, вот он я. То есть я замедлился и почувствовал, ага, вот границы моего тела. Лечение, оно
Ну, как бы не только чисто психологическое, бывает, что необходимо в комплексно действительно вот тот же синдром раздраженного кишечника, к гастроэнтерологу сходить, чтобы симптомы снять болевые, да, или вот у психиатра противотревожные какие-то препараты, да, то есть комплекс. Состояние его будет более-менее отрегулированным, и тогда можно будет с ним работать именно вот над первопричиной, да? Да, на психокоррекцию приходит к нам клиент. Вот даже в случае практики, да, у нас бывает же, когда, например, человек приходит и ну, ребенок, например, да, с тем же энурезом, да, и когда мы начинаем работать, ну, родители говорят, сделайте что-нибудь с моим ребенком, вот мы все прошли, нефрологи говорят, все хорошо, неврологи говорят, все хорошо, вот идите к психологу, но мы начинаем работать, сначала, конечно, проводим диагностику, диагностируем, но всегда работаем с семьей. Обязательно работаем с семьей. Да, когда мы начинаем разбирать ситуацию в семье, как правило, это бывает, ну, даже чаще всего у детей до 15 лет, это реакция на то, что происходит в семье. И начинаем работать с семьей, например, конфликтная ситуация, страх, или к ребенку какие-то жесткие требования, и он боится не оправдать ожиданий родителей, у него через такую тревогу, да, вот симптом энуреза, как симптом тревоги его хронической, да, ситуация в семье меняется, изменяется отношение между членами семьи, да, уходит симптом. И уходит у ребенка симптом, например. И, как правило, вот, например, вот эти вот болезни, которые испытывал ребенок в детском возрасте, когда он уходит из семьи, они исчезают. Когда он сепарируется, да, отделяется когда от он своих отделяется, становится родителей. Взрослым, самостоятельным, он не болеет уже. Дети настолько любят родителей, что они иногда берут на себя те или иные чувства родителей. Например, мама тревожится, об этом ни с кем не разговаривает, но ребенок считывает.